24 ноября 2017 год. Этот день стал поистине историческим. Новый президент официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в госрезиденции Ал-Арча. Были приглашены 450 человек, в их числе герои Кыргызстана, представители общественности, культуры, депутаты Жогорку Кенеша, а также члены правительства. Церемония началась с соглашения Нуржан Шайлдабековой постановления, согласно которому Жээнбеков признан избранным президентом Кыргызстана. Атамбаев передал штандарт Жээнбекову. После Шайлдабекова вручила удостоверение президента и надела нагрудный знак. Избранный президент принес присягу и поклялся добросовестно выполнять обязанности главы государства во благо кыргызского народа. По окончании церемонии в Бишкеке был произведен трехкратный артиллерийский залп. Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. В это время гости аплодировали стоя. Алмазбек Атамбаев волновался не меньше, чем сам Жээнбеков. Без всяких официальных вступлений он обратился к нему как к хорошему другу и пожелал здоровья, терпения и, конечно же, успехов. Выразил надежду, что Жээнбеков оправдает все его ожидания. Это был один из самых волнительных моментов церемонии. Жараткан ардайым сени колдосун, аман бол, бактылуу болсо кедосум, элибизге ак жолтой ажо болсо кедосум. Экс-глава также напомнил собравшимся историю Кыргызстана, прошедший долгий, но верный путь во время его правления. Новый президент Кыргызстана вступил в свою должность. На этом моя работа в качестве президента закончилась. Но я стремился всегда сделать жизнь кыргызстанцев лучше, легче. Старался быть честным и перед народом, и перед Богом, и перед своей совестью. И я спокоен за будущее нашей Родины, потому что уверен, что Кыргызстан уже никогда не вернется в прошлое. Наша страна теперь будет двигаться только вперед. После его речи свои ближайшие планы озвучил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Первым указом он присвоит Алмазбеку Атамбаеву звание Героя Кыргызской Республики и наградит его знаком Акшумкар за беззаветное служение Кыргызстану. Кыргыз Республикасынын баатыры ең жогорку артыкчылык даражасы Акшумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Уже после коснулся вопросов экономического развития. Стремительно должны развиваться те отрасли, которые будут создавать рабочие места, сказал Жээнбеков. Интересы страны должны быть дороже всего. Присяга, которую я дал сегодня, это присяга верности стране и Конституции. Кыргызстан продолжит активное участие в международных делах и интеграционных процессах по линии международных организаций. Будет продолжен тесный диалог со странами Европейского Союза, а также с азиатскими государствами, в частности, с Японией, Республикой Корея, Индией, Монголией. После завершения официальной части в резиденции гости были рады отметить все качества и заслуги уже экс-президента. Алмазбек Атамбаев стал первым лидером, которому президентский пост достался не через революции и государственные перевороты, а путем всенародного голосования, подчеркнули собравшиеся. Напомним, 30 октября 2011 Алмазбек Атамбаев набрал 62,52% голосов. Таким образом, демократическим путем был избран 4-й по счету президент. Атамбаев запомнится многими политическими взлетами и падениями. Акцент был сделан на нескольких сферах политической и общественной жизни Кыргызстана. Особый вклад был отмечен в развитии культуры страны. Кыргыз элинин баркы көтөрүлдү.
Во время правления Атамбаева культура начала развиваться. Были превыше всего национальные ценности. Мы провели Всемирные игры кочевников, благодаря которой весь мир узнал о нас, о культуре. Это действительно история. История, которая никогда не забудется. За эти 6 лет изменилось многое. Была улучшена также инфраструктура страны. Это были самые стабильные и спокойные годы правления. Многие выразили доверие новому президенту, говоря, что желают стране стабильности и процветания и ждут от Джейнбекова высоких результатов. Вот, как было торжественно, как это было все спокойно, тихо, что волнующиеся всех, потому что такой инаугурации впервые за 26 лет президентства впервые было. И он передавал, значит, власть, он пожелал новому президенту крепкого здоровья, успехов, что он надеется, и пожелал ему, что он действительно продолжит его путь. После уже официальной части экс-глава государства и президент отправились в Джугур-Хукинеш, где их встретил командующий Национальной гвардии Алмазбек Карасартов. После оба прошли в кабинет главы государства, где Джейнбеков уже начал осваиваться. Кстати, это первая в истории страны церемония, где власть передается мирно от одного избранного президента к другому. И мы стали свидетелями тех событий, которые будут вписаны в историю независимого Кыргызстана. Элиза Балбакова, Бекназар Шармамбетов, Джума Баян.